смотрите итоги дня в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах. В Амурской области разбился пассажирский самолет. Якутские спасатели вылетели на место происшествия. На борту находились 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Якутия активно готовится к отопительному сезону. Узнаем, как столица республики готовится к холодам. Уникальная возможность увидеть шедевры из московских музеев. В Якутии открылась выставка, посвященная образу Льва Толстого в искусстве. Узнаем подробности о самых интересных экспонатах. Дети из Якутии и Нижнего Новгорода провели 6 дней в тайге. Какие испытания им пришлось преодолеть и какие эмоции они испытали. Экспедиция «Русская Арктика» установила мировой рекорд. Команда Богдана Булычева, амбассадора Дальнего Востока, преодолела сложнейший маршрут. Якутские спасатели направлены на помощь к месту крушения пассажирского самолета. Сегодня в 16 километрах от Тынды Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск-Благовещенск. Тында. На борту находились 40 пассажиров, включая 2 детей и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Это третья катастрофа с самолетами «Ангары» данного типа с 2011 года. По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени с радаров пропал самолет Ан-24, следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. При заходе на посадку в аэропорту Тында связь с воздушным судном пропала. В настоящее время в ходе поисковых мероприятий обнаружены обломки воздушного судна. Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть 2 и более лиц. Глава Якутии Асил Николаев выразил глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. От имени всех жителей Якутии выражая искренние соболезнования родным и близким жертв этой трагедии, написал он в своем телеграм-канале. Якутия скорбит вместе с вами. Власти республики готовы оказать необходимую помощь семьям погибших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование причин катастрофы продолжается. Российским туристам, находящимся в Таиланде, рекомендуется воздержаться от поездок в районы, граничащие с Камбоджей, в связи с вооруженными столкновениями между двумя странами. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин. Он призвал россиян следить за официальной информацией в СМИ. Он также отметил, что популярные туристические места, такие как Пхукет и Паттайя, расположены на значительном расстоянии от границы с Камбоджей. Однако, учитывая, что некоторые российские туристы путешествуют по стране и посещают районы ближе к границе, дипломат настоятельно рекомендует избегать горячих точек. 6 лесных и 2 ландшафтных пожара зарегистрированы в Якутии за прошедшие сутки. Пожарные потушили 4 возгорания общей площадью 7 гектаров на территории 3 районов. На утро 24 июля в республике продолжают действовать 16 лесных и 3 ландшафтных пожара. На тушение привлечено 387 человек и 23 единицы техники. Всего с начала сезона огнеборцы ликвидировали 377 природных пожаров. Отмечу, что с начала сезона зарегистрировано 200 лесных пожаров на землях лесного фонда на общей площади 61 231 гектар. Уважаемые граждане, в случае обнаружения лесных пожаров незамедлительно сообщайте в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 44 74 76, либо на единый номер лесной охраны по телефону 8 800 194 00. Система быстрых платежей продолжает набирать популярность в России. По данным Центробанка, во втором квартале этого года к системе подключились более 2,5 миллионов компаний, а объем покупок через СПБ достиг более 2 триллионов рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Всего за апрель-июнь через СПБ прошло более 4,5 миллиарда транзакций. Оплата тарифов и услуг составляет почти треть от общего объема операций. В среднем ежедневно компании обрабатывают около 15 миллионов платежей через СПБ.
В Якутии вступил в силу новый порядок установления количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Приказ Госкомзанятости республики направлен на усиление поддержки граждан с инвалидностью и адаптацию условий труда под их индивидуальные потребности. Специальные рабочие места предусматривают дополнительные меры по организации труда, такие как установка специального оборудования, адаптация мебели и технических приспособлений. Создавать такие места обязаны все работодатели вне зависимости от формы собственности в пределах установленной квоты, зависящей от численности персонала. Готов сани летом. По всей Якутии кипит работа в преддверии отопительного сезона. Как столица готовится встречать холода, расскажет Эржен Гармаева. Синее пламя газа горит больше, чем в 50 тысячах домов Якутии. И эта цифра неуклонно растет, что неудивительно. Наша республика – один из лидирующих регионов России по добыче газа. Чтобы потребители могли эксплуатировать дары природы безопасно, в межсезонье Сахатранснефтегаз проводит ремонтные работы. Процесс обслуживания газовых котлов, газовых плит – это в КПД, в частных домах, это обязательно подготовки в рамках отопительного сезона, а также для ремонта ГРП, ГРПШ, потому что это является главной артерией города Якутска. Тоже проводим текущий ремонт. Также проверяем сети на предмет нарушений целостности. Сахатранснефтегаз рапортует, подготовку к отопительному сезону закончили на 77%. Причем работы разнообразные. От банальной покраски газопроводов до замены целых километров сетей. Завершены работы по перекладке газопровода 50 лет советской армии. Проведена замена участков общей протяженностью 1400 метров. Трубопроводы, по которым течет не газ, а вода, обновляются тоже. Этим летом теплоэнергия планирует отремонтировать больше 16 километров коммуникаций. За ходом работ на улице Олега Кошевого наблюдает Валерий Кадыров. Свой путь в сфере ЖКХ он начинал 20 лет назад простым мастером. Сейчас, как директор филиала «Северный», Валерий отвечает за теплоснабжение микрорайона Марха и поселка Газовиков. Большая ответственность, то есть мы подаем тепло в дома. То есть, да, где-то тяжело, но у нас люди все подготовлены, персонал подготовленный, мы готовы ко всем нестандартным ситуациям. На данный момент котельное оборудование практически закончено на 100%, насосное где-то на 90%. Занимаемся заменой тепловых сетей. В столице уже начали проверять готовность жилищно-коммунального блока к отопительному сезону. Мэрия Якутска еженедельно проводит заседание оперштаба, чтобы предстоящая зима прошла для горожан без неприятных сюрпризов. Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Якутске начался капитальный ремонт улицы 50 лет Советской армии. Подрядчик уже приступил к демонтажу старого асфальта на участке от улицы Кальвица до улицы Бабушкина. Всего в нормативное состояние приведут 2 километра 200 метров. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее в сюжете далее. На самой длинной улице Якутска подрядчики убирают старое дорожное покрытие. Затем они приступят к устройству водопропускных труб от улицы Бабушкина до Кржижановского. Капитальному ремонту рады водители и уже предвкушают езду по отремонтированной дороге. Да, очень плохая была дорога. Поэтому я так думаю, это вообще хорошо, что делают хотя бы эту дорогу, этот участок дороги. Конечно, рад, потому что здесь плохая улица, давно уже, ее надо ремонтировать давно. Да, хорошо, что занялись ремонтом. Ну, наконец-то, очень рады, несмотря на то, что такие пробки. Сейчас будем объезжать, но ради такого мы как бы это готовы потерпеть, да? Потерпеть, да, потому что уже давно дорога страдает. До конца этого года дорожные строители должны выполнить работы по укладке нового земляного полотна, устройству основания и дорожной одежды. Также запланирована установка новых ограждений, светофоров и уличного освещения. На данном участке, да, улицы Кржижановского до улицы Бабушкина получается 3 единицы техники, а также дорожные рабочие в количестве 8 человек и дорожных мастеров в количестве 2 человек. Но сейчас работы ведутся согласно календарному графику.
отставания нет. По проекту запланированы масштабные работы. Планируется, что улица станет кольцевой магистралью вокруг Якутска. Однако пока это лишь далеко идущие планы. Сейчас возникают сложности в вопросах расширения проезжей части и стыковки с частными домами. Были предложены жители вопросы по выкупу земельного участка. Да. Второй вариант, они предлагают выделить территорию, которая будет для их же парковки, отдельно выделить земельную, и этот участок мы тоже можем выкупить. Ну и третий вариант, это самый оптимальный, когда мы ставим публичный сервитут, то есть жители на своей территории передвигают свой забор, чтобы машину безопасно поставить для обслуживания, для себя, чтобы открыть ворота. Да? И на этом участке мы готовы асфальтировать территорию, их территорию, которая находится в собственности граждан. Согласно нормативам, расстояние от дороги до земельного участка должно составлять около 5 метров. В настоящее время стороны обсуждают ситуацию и надеются на ее скорейшее разрешение. Отметим, что работы по капремонту улицы 50 лет Советской армии продлятся до конца октября 2027 года. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Глава Якутии Арсений Николаев встретился с Владимиром Толстым, директором Государственного музея Льва Николаевича Толстого и праправнуком писателя, который прибыл в Якутск на открытие выставки «Эволюция образа Толстого в изобразительном искусстве». Арсений Николаев подчеркнул важность доступности искусства и культуры для жителей Якутии и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с музеем. Владимир Толстой, в свою очередь, выразил желание, чтобы выставки, посвященные русским писателям и художникам, проходили и в отдаленных уголках Якутии. Уникальная выставка открылась в стенах Национального художественного музея Якутии. Экспозиция представляет работы 13 выдающихся деятелей искусств, воплотивших образ писателя Льва Толстого. Всего она объединила свыше сотни предметов. Многие из этих экспонатов впервые покинули Москву, чтобы предстать перед региональным зрителем. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Экспозиция представила порядка 40 оригинальных полотен. Например, то, что за моей спиной, знакомо, пожалуй, каждому, кто хотя бы раз в жизни держал учебник по литературе в руках. На нем Лев Николаевич Толстой изображен на пике своей физической и творческой формы. Он расслаблен, но в то же время очень сосредоточен. Он строгий, но в то же время очень простой. Тут же неподалеку разместили еще одно диаметрально противоположное полотно. Здесь Лев Николаевич Толстой изображен в совсем другом амплуа. Этакий блаженный старец, который находится где-то на грани между миром живых и миром мертвых. Кстати, исполнитель этой картины еще одна мировая звезда Илья Ефимович Репин. Но живопись не единственное, что может поразить зрителя. Центральное место на выставке по праву занимает шедевр искусства «Бюст писателя». Его скульптор Анна Голубкина создала аж спустя 27 лет после единственной встречи с Толстым. Весит это бронзовое изваяние 150 килограммов. При этом скульптура никогда не покидала стены родного Московского музея. И вот впервые бюст был представлен за 1000 километров для якутского зрителя. Сама логистика создания этой экспозиции была очень сложной. Понадобилось 3 рейса разных, чтобы собрать воедино вот эту экспозицию. Наравне с шедеврами искусства мы показываем документальный фонд. Это фотографии, это личная переписка Льва Толстого с художниками. И лично для нас было очень важно в этот проект внести связь Толстого с Якутией. Поэтому мы представили свой фонд. А ведь сам писатель никогда не бывал в Сибири и на Дальнем Востоке, отмечает потомок выдающегося деятеля Владимир Толстой. И это, пожалуй, упущение необходимо было исправить даже спустя годы после кончины Льва Николаевича Толстого. Я очень люблю и Сибирь, и Дальний Восток. Мне очень захотелось, чтобы Лев Николаевич посетил эти места и открылся для людей, живущих здесь, далеко от Москвы, от Ясной Поляны. Мы только что приехали с Сахалина, сделали на Сахалине выставку «Толстой и Чехов». У нас будут выставки в Владивостоке, в Хабаровске, в других регионах. Пусть Толстой попутешествует по большой России, и пусть как можно больше
больше людей узнают о нем как о человеке и о писателе. Впрочем, не факт, что эта экспозиция будет представлена где-либо еще. Все-таки концепт выставки разрабатывался с учетом особенностей нашего якутского музея. Кроме того, сегодня два музея думают и над другими совместными проектами. Правда, какими – не раскрывают. В любом случае, планка поставлена. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутске прошло закрытие фестиваля «Летний позитив», главной целью которого является организация досуга детей и подростков, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию. Участниками стали 560 детей, которые были распределены по командам социальных проектов детского подросткового центра и 4 отделов полиции. Фестиваль проводится уже в 16-й раз и в этом году включил в себя 7 мероприятий, состоящих из спортивных соревнований, творческих конкурсов и других активностей, способствующих развитию здорового образа жизни и укреплению здоровья. Хочу сказать, что этот фестиваль, он всегда был востребован. Мы считаем, что это уникальнейшая форма для воспитательной работы, да, для того, чтобы наши дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которые находятся в различных профилактических учетах, проводят вместе с нами насыщенную, интересную, познавательную и педагогическую деятельность именно с нашими педагогами, руководителями и, конечно же, с наставниками, инспекторами ПДН. 6 дней в якутской тайге. Такой необычный вызов бросили себе дети Республиканского дома социального обслуживания поселка Серебряный Бор и юные воспитанники хулигана дома из Нижнего Новгорода. Непростое, но интересное приключение позади. Ребята вернулись из похода и поделились полученными эмоциями. Подробности в следующем сюжете. Еще на весеннем межрегиональном форуме «Жизнь без границ» у Республиканского детского специализированного дома социального обслуживания случилась коллаборация с представителями Нижнего Новгорода, Центром наставничества для подростков «Хулигана дом». Тогда было решено летом отправиться в совместный поход в якутскую тайгу. Познакомить их с природой нашего края, ну и прежде всего показать быт оленеводов, что вот это на чьей земле мы живем. Огромные риски взяла на себя как раз-таки Оксана Валерьевна. Ну и, конечно, во многом хочется сказать слова благодарности нашему министру Волковой Елене Александровне, что с ее благословения, да, потому что на самом деле задумывался поход, скажем, несложный, но из-за погодных условий он у нас присвоена категория 2 категории сложности. В полном снаряжении и готовности к любым трудностям в поход вышли 7 детей из детского дома, 16 подростков хулигана дома и взрослые сопровождающие, всего 36 человек. 40 километров на вахтовке от села Янгра по лесной дороге, 10 километров пешком с рюкзаками. Основная цель это была социализация наших детей, вот, и чтобы они проявили себя в разных интерпретациях, да, в разных стихийных, да, и вот, в принципе, они очень достойно себя проявили. Хотя многие не верили в это, таких особенных деток, да, в поход, в комнату закройте их, чтобы все кормите, телевизор, все. Ну, все равно, дети есть дети, они такие же, как и мы, немножко особенные, но они тоже хотят развиваться, они тоже хотят знать, в каком краю и в какой красоте мы живем. Благодаря коренным жителям Янгры в сопровождении участники похода смогли максимально достоверно познакомиться с бытом кочевников, провести обряд на Шаман-горе, посетить эвенкийское стойбище оленеводов, подоить оленей, отдохнуть в долине реки Курбеликит и порыбачить, поучаствовать в мастер-классе по метанию маута и приготовлению куаптынам и эвенкийского хлеба. Это красивые виды, бесценный опыт, который взрослые делятся с нами. То есть как ставить палатку, как рыбачить, учат всяким секретам, делятся опытом. Если бы можно было остаться подольше здесь, я бы осталась. Никогда не думала, что я буду ночевать в тайге. Я думала, что тайга — это, знаете, что-то такое, где очень холодно, там лежит снег везде, и прям, сплошные заросли, типа, что-то такого. А тут вообще спать можно. Тут что, летом бывает? Тут очень круто. Вообще, честно, уезжать завтра не хочется в эту суету. Совместный увлекательный и развивающий проект «Антибудни в Якутии» прошел с успехом. Он смог осчастливить многих детей, открыв им красоту и традиции уникального южно-якутского края. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
Лагерь «Алмаз» встречает лето обновленным. К этому сезону в корпусах сделали косметический ремонт. За 3 сезона лагерь посетят 630 ребят. О том, как воспитанники проводят летние деньки и какие соревнования устроили сотрудники МЧС, расскажем в сюжете. Надеть форму весом почти 30 килограммов непросто, а вот справиться с этим на время – задачка со звездочкой. Каково это – быть пожарным, теперь знают дети, пусть и в демо-версии. Соревнования по пожарному делу МЧС устроила в Ленском лагере «Алмаз». Воспитанники состязались в ловкости обращения с рукавом и узнали о плюсах и минусах профессии. Каждый день в лагере – приключения. Я хожу на очень многочисленные и разные кружки, ходим мы вместе с ребятами в бассейн и на дискотеке. Везде же все круто и весело. В следующем году я обязательно сюда вернусь, и не один раз. В «Алмазе» в этом году заработал кружок якутской культуры. Ребята играют в национальные спортивные игры, создают украшения, слушают якутские сказки и переносят красоту родного края на холст. А по соседству работают будущие журналисты. Здравствуйте, это медиа «Алмаз», и мы задаем вопросы. Почему вы вообще решили стать учителем медиа? Здравствуйте, меня зовут Дарья, я преподаватель медиа-кружка «Алмаз». Почему я решила стать преподавателем медиа? Во-первых, я очень люблю детей. В сердце Ксении Комаровой мечта стать журналистом поселилась несколько лет назад. И вот чудесное совпадение. В летнем лагере девочка сделала первый шаг к этой профессии. У нас очень интересно проходят дни, что очень много всего можно рассказать. Но самое мое любимое – это кружок медиа. Мы постоянно берем интервью. Например, сегодня мы брали интервью вожатых, спрашивали разные вопросы. Вожатые, воспитатели и педагоги – верные наставники юных алмазовцев. Они отвечают за времяпрепровождение, программу мероприятий и безопасность детей на территории лагеря. В «Алмазе» учат доброте и ответственности. В столовой ребята помогают вожатым накрывать на стол. Здесь говорят, общие дела сближают сердца. Как и ежегодно, к нам в лагерь приезжает Новосибирский педагогический отряд «Стрекоза» в количестве 18 человек. Это старший вожатый, методист, видеооператор, есть у нас диджей, есть хореограф и также непосредственно вожатый, которые работают в плотном тандеме с нашими воспитателями. Это учителя с различных школ Ленского района, есть педагоги дополнительного образования. Эти люди все с большим педагогическим стажем и также имеющие высшую категорию и первую категорию. И мы этим очень сильно гордимся. Для активного отдыха есть детские спортивные зоны. К началу сезона в корпусах поменяли межкомнатные и входные двери, покрасили стены и полы. Ежегодно лагерь «Алмаз» объединяет детей со всего Ленского района. Считанные дни остаются до закрытия второго сезона. Но для грусти нет повода. Ведь уже в августе лагерь вновь откроет свои двери для юных алмазовцев. Виктория Назина, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». Экспедиция «Русская Арктика» установила мировой рекорд. Команда во главе амбассадора Дальнего Востока Богдана Булычева преодолела самый протяженный зимний маршрут – от Салехарда до Якутска. На пути у путешественников пролегали Ямал, Красноярский край, Таймыр и арктическая зона Якутии. Но, как отметил Булычев, рекорд – это лишь второстепенный результат главной миссии команды. В задачу экспедиции вошла установка памятных знаков с QR-кодами на ключевых точках Северного морского пути. Все они связаны с подвигами первооткрывателей и полярников. 24 июля команда подвела итоги первого этапа экспедиции и уже готова к старту второго путешествия на вездеходах «Бурлак» по маршруту Якутск-Магадан. Вот сейчас мы специально вернулись сюда летом, чтобы проехать трассу Колыму, посмотреть, насколько она изменилась. То есть у нас есть съемки там 10-летней давности, 5-летней давности, и вот сейчас будут современные. И мы хотим как раз отобразить, используя архивные съемки, насколько меняется инфраструктура, что появилось нового, какие кафе, какие туристические направления, вообще количество туристов, которые сейчас есть. То есть вот хотим все это показать.
В Дахсуне с 25 по 27 июля пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по гонкам дронов. Якутия принимает чемпионат ДФО по гонкам дронов. Победители соревнований войдут в сборную ДФО, которая представит регион на чемпионате России в октябре. Участников ждут индивидуальные заезды на симуляторе, командные соревнования и гонки на настоящих дронах в классах 200 мм и 330 мм. Форматы соревнований 2 из 4 и 4 из 8 позволят отобрать лучшие результаты из нескольких попыток. К участию приглашаются мужчины и женщины от 14 лет. Таким этот день увидели наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.